В рамках действующего закона об обращении с безнадзорными животными проблема собак на улицах городов и поселков никуда не исчезла. Разве что теперь здоровью, а то и жизни жителей угрожают привитые, стерилизованные и маркированные, но по-прежнему бездомные и никому не нужные собаки. С наступлением холодов озлобленность животных становится сильнее, а значит и опасность в разы выше. Поступает обращение, заявление от граждан о том, что собаки нападают на детей, на взрослых. И вот с этой проблемой нужно решать эту проблему. И пока решается этот наболевший вопрос, большую обеспокоенность родителей вызывает то, что теперь приходится провожать и встречать детей из школы. Ведь они даже при желании не смогут дать отпор своре озлобленных собак, которые видят перед собой беззащитного. Я не понимаю, вот я вчера шел около администрации, прямо рядом, там вон, где куча снега, целые стаи, штук 5 собак лежат. Ой, очень плохо. Кругом одни собаки, волкодавы, вообще ходить невозможно. Ну, не видно, раньше больше было, сейчас что-то не видно. Вот у меня эксцесс был, что я прям сейчас паника у меня, когда я вижу собаку. Может, она и не злая, а я боюсь. Серьезно. Вот уже был такой, что на меня нападали. Ну, пытались, но я думала, если я упаду, они меня разорвут. Ой, это кошмар, конечно. Сама видела, как девочка маленькая шла и стая собак. И дело в том, что мужчина шел, и он собак отогнал, а девочку проводил к дому. Что ж, как мы видим, проблема существует, и кардинального ее разрешения в ближайшее время не предвидится. По словам главы города Ильи Гудошника, временной, но действенной мерой может стать строительство большого приюта, который будет работать на межмуниципальном уровне. Однако, как говорят специалисты, очень действенной мерой может стать и простая человеческая доброта и любовь к братьям нашим меньшим. Я обращаюсь к нашим гражданам, если у них есть желание приобрести животного, какую-то собачку. Очень много вы видели, наверное, щенков. То есть у нас двери всегда открыты, можно предварительно созвониться, приобрести, выбрать себе, чтобы оно не осталось бездомным. Очень хочется надеяться, что власти всех уровней, от которых зависит благополучие и безопасность жителей, как можно скорее смогут решить вопрос с безнадзорными животными раз и навсегда. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри.